Так, надо поставить на запись. Так. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня пятница, точнее не пятница, сегодня среда. Значит, 23 июля, вот уже которую неделю, значит, я выхожу в таком режиме, когда мы с Сергеем записываемся обычно в среду. И это будет в пятницу у нас на волнах МИ радио повторка. Повтор передачи. Ну, а с вами, дорогие зрители, мы там где-то примерно у нас 30 минут есть, чтобы поговорить темы, которые, значит, нас волнуют. Вот конкретно поясню, значит, по 21 июлю у меня эфир был. Сергей там не в курсе немножко. Ну, в общем, это сегодня, может быть, я даже несколько раз выйду в эфир. Поэтому, ну давай, ну, Серега, говори, что там произошло за эту неделю? Да за эту неделю ничего не произошло, добрый день. Ну как не произошло? В Украине там ты... В Украине воюют. Как Не, обычно, ну это, ну уже там же, 3,5 года. там не только война, это вчера что произошло, ты же в курсе, нет? Нет. Ну, вчера... Зеленский подписал указ, причем это было за сутки сделано, то есть закон проведен через все. Я вчера был там, на кинематографе. Так, ну ладно. И что он подписал? Ну, он подписал такой закон о том, что две организации, которые раньше были независимые, связанные СБУ с... Не, НАБУ это, по-моему, Да-да-да. называется, И еще вторая. еще на С какая-то. Да, которая связана с борьбой с коррупцией, короче. Он их объединил в одну? Нет, он подписал, что они теперь подчиняются офису генерального прокурора, короче. И по этому поводу есть там множество, значит, соображений, что раз они потеряли самостоятельность, что они не могут производить самостоятельные исследования. Но я более чем уверен, что, видишь, это такой орган, как бы, скорее контроля западных государств. Вот, например, ну, да, что... в Румынии там, или помню. еще где-то был спецпрокурор, спец какой-то, значит, по женщине. И она там вообще, ну, какой, ну, как это, Цербер, короче, и все вот эти мелкие коррупционные делишки. Вплоть до самой такой мелкой какой-то вот этой коррупционной системы они истребляли вот из Румынии. И, в общем-то, это, ну, дало свои результаты, безусловно. И, ну, ты представляешь, вот я был в шоке просто, когда общался с беженцами, там, например, и мне все время пытались какие-то, блядь, 10 злотых сунуть, 50 злотых сунуть, там, что-то и так далее. Ну, я за то, что там оформлял, там, еще какие-то, меня это все время удивляло. Но я думал, что это может быть просто это. А потом мне одна женщина говорит, а вы знаете, у нас в Украине так положено, чтобы вот все хорошо шло, чтобы люди сами не нервничали, чтобы потом в дальнейшем там, это, ну, нужно дать немножко денег там и так далее. Потом я разговаривал со своими коллегами там и так далее. Оказалось, что это нормальная ситуация. Но для меня, я не знаю, там, может быть, мы в Бурятии слишком бедно жили, но это больше походило на то, чтобы как... ну, у нас не принято, когда дают деньгами там и так далее, ну, может, шоколадку какую-то подарить или еще что-то. А вот для Украины еще, видимо, с советских времен это абсолютнейшая норма была. И потом один мне сказал, я, говорит, почему я поехал учиться в Польшу и сделал карту поляка. Хотя, ну, я так подозреваю, что у него польских корней никаких нет. Ну, там можно тоже за определенный этот создать такое условие. Поляка можно сделать только если в корне польские? Строго говоря, да. И либо ты какой-то очень там известный переводчик, значит, это занимаешься переводами на польский язык там и так далее. Но там, скажем, 10 или 15, значит, определенных позиций есть, по которым консул, смотря в зависимости от того, где ты получаешь, короче. То есть, если есть существенное влияние, так скажем, этого человека на какой-нибудь там диалог,
между бурятами и поляками, например, и так далее. То есть этнический бурят тоже может получить карту поляка на основании культуры. На основании культуры. То есть там надо смотреть, но 100% практически, там 99,5% карта поляка, они доказывают свое этническое происхождение. Вот, например, у нас есть Мерская карлица, так называемая, значит, не по росту, а по идеям, по вот этим всем, по гадостям, по сплетням, которые они про меня там распространяют, их там сейчас размножилось количество, они там всякие страшилки, байки всем рассказывают, каждому подходит на мероприятиях, вот там в Варшаве сидит Зуртан Халтаров, такой-сякой, короче. Люди вообще знать меня не знают, короче. Ну, представляешь, такая своего рода... Да, ну, как будто бы... Ну, это системная работа такая, ГБшная, абсолютно такая, стукаческая. Значит, и не потому, что они там, значит, это политическая борьба там и так далее. Это просто задание такое. Не дать бурятам сформировать свою национальную идею. Плыть в контексте вот этого русско-мирного, значит, направления и так далее. Никаких бурятам там самостоятельности и так далее. Проще же всегда сидеть, и как вот там бурятские чиновники ничего не делают для того, чтобы это, а потому что, ну, как бы дотация вот это падает, и его очень удобно своровать там, опять же, коррупционно всякое разделить там и так далее. И вот, возвращаясь к этому парню, который карту поляка делал, он говорит, я не, потому что, говорит, магистратура, я бы не потянул финансово просто. То есть поехал сюда учиться, и здесь по карте поляка магистратура бесплатная, стипендию еще даже получаешь, и потом с польским дипломом можно польскую работу найти. И, собственно, он сказал, что там такая коррупция в системе образования, что за каждый чих, за экзамен, там, за ведение, значит, дипломной работы ты должен платить. Почему в Польше-то, в Украине? И я так понял, что это везде такая система, и вот система образования, она как блеклое отражение того, что там везде такая ситуация. И я думаю, что вот вертикаль власти определенные или вот какие-то определенные издержки противовеса, это же ведь что такое коррупция? Это вот когда люди договорились на определенном уровне поделить это уже не надо объяснять. Общественное там состояние там и так далее. И за счет этого, я считаю, в принципе, за счет коррупции украинское государство, оно и существует как таковое. И я думаю, что они там предприняли этот шаг, потому что вот Зеленский, ну как бы, почему он подписал, якобы вот в этих организациях очень сильное влияние Москвы. Может быть. Русского мира, Может и значит, быть. вот они якобы борясь с коррупцией, на самом деле отстаивают нарративы вот этого какого-то русского государства. Но я слабо в это верю. Просто ситуация такая, что любые такие организации это такой некоторый сигнал от власти европейским и американским донорам. Посмотрите, мы можем бороться с тем, что вот вы нам даете деньги, мы вам как бы кристально чисто и это. Но сейчас видишь такая ситуация, по-видимому, что эти агентства набрали большое количество, так скажем, материалов и не пускают их в ход по каким-то определенным причинам, ну, из-за того, что война идет. И многие боятся за то, что вот эти вот капиталы, так скажем, 200 миллиардов долларов, это не маленькие суммы. Да ты что? Ты понимаешь, за 1 миллиард долларов можно революцию в Бурятии сделать, да вместе зачем? с наеменными войсками и так За далее. 1 миллиард долларов Понимаешь? 10 Естественно, естественно. И поэтому тут понятно, что есть определенные коррупционные моменты. Там, опять же, там некоторые вот на встрече 21-го там призывали там снова там какие-то батальоны делать и так далее. Но не матерись, потому что забанят, короче. Монетизация исчезнет. И фильтруй немножко речь. И вот ситуация тут такая о том, что это вот можно было говорить в 22 году там и так далее, но опыт показывает, что чисто там финансово, там некоторые говорят русско-мирное, там инфильтровано там русским миром, там путинскими агентами и так далее, это все чушь, это чисто бабки, потому что
был такой гражданский совет, я не знаю, там на какие деньги он существовал и так далее, но завозить одного бойца малопонятного туда, да, через там Молдову или через Польшу, как они хотели, стоит там в 10 раз дороже, чем взять какого-нибудь наркомана, значит, там с Днепропетровска там или еще с какого-то места, ну, такого полукриминального, такого разболтыша, обдолбыша, короче, обучить то же самое, так же на ноль бросить. То есть это чисто финансовая подоплека, ну а потом, естественно, что там, по словам этого товарища Соколова, который возглавлял, там, мол, душка не хватило. Кроме русских, мол, у всех у этих, значит, душка не хватило. Хотя я более чем уверен, что многие этот гражданский совет использовали для того, чтобы просто в Европу попасть. Ну, такой, знаешь, трамплинчик, короче, значит, через Украину там и так далее. Там, то есть на видео посниматься, там какие-то, там, бросить эти, потому что там какое-то восстание, люди там, буряты, саха там и так далее, вдруг ни с того ни с сего осознают свою национальную идентичность, там, восстанут, короче, против путинского режима, при том, что путинский режим там до зубов вооруженное огромное количество там этих организаций еще с 90-х годов создано парамилитарных, которые там в случае чего, в случае каких-нибудь протестов массовых по национальному признаку просто нас начнут отстреливать. Это просто парамилитарная организация, я об этом давно говорю. Они даже одно время вообще не стеснялись там существовать, и некоторые дурачки-буряты, например, пытались устроиться в какие-то охранные группировки, ну, все эти фирмы там и так далее, им просто откровенно говорили, мы бурят не берем. Ну, то есть, насколько примитивным нужно быть, чтобы работать охранником, короче. Вот там есть, и они существуют, и они проводят тренировки, причем у них есть разрешенные официально арсеналы, пусть это, конечно, не автоматическое боевое оружие, но это карабины, это то, что может стрелять очередями, это оружие для самозащиты и так далее, но которое может убивать. И таких организаций полно и в Якутии, и в Тыве, и в Бурятии, и в других регионах, ну, за исключением, наверное, Кавказа. Они существуют, такие парамилитарные организации. В случае чего, если там... Почему именно Кавказа? У чеченов все там парамилитарное. Там вообще, в принципе, на Кавказе оружия достаточно много, как вот недавно я узнал о том, что здесь после Второй мировой войны, оказывается, в Польше тоже на руках у населения еще со Второй мировой войны полно оружия, которое не зарегистрировано. И, ну, и никто не ходит там по домам там и так далее. То есть это где-то даже вот там 20-30 километров от Варшавы, короче, можно в старых домах найти какой-нибудь Шмайсер, там, МП-38, какие-нибудь советские там. Я считаю, что нет, потому что, видишь, слишком быстро этот был проведен закон при полном одобрении, но... Ну, по-моему, 85% тех, кто там что-то, как у них это, Россия, не российская, партия первая президентская, как Слуга народа, да, которая? Слуга народа, там, по-моему, 85% набрала, когда голосовали этот закон. Ну, в общем, короче, там вызвало определенные протесты у населения, естественно, но это сигнал, во-первых, и Западу, и местным, значит, вот этим вертикали коррупционной украинской, да, то есть, ну, будем честны, что, ну, это так видится со стороны, то есть я буду сегодня, наверное, обсуждать с гражданами Украины на этот счет, но со стороны это кажется так, что Зеленский просто говорит, все, кто был со мной, все останутся при своем. То есть вот вы в эти трудные годы, так скажем, были, коррупционировали и создавали ту систему, которая вот при Зеленском установилась, так скажем. Я не хочу слово режим употреблять, потому что я смотрю там всякие Муратовы, всякие там Латынины и так далее, они прямо уже говорят, что там режим Зеленского, там туды-суды, вот эти, значит, там Муратов брякнул по поводу того, что вот надо бы этих украинских политзаключенных менять на русских политзаключенных. Во-первых, какие политзаключенные в Украине, это все предатели там русскомирные, их надо всех к стенке или вешать. Там нет и в этом отношении, причем еще добровольные, то есть они даже не за деньги это делали, а для того, чтобы именно
уничтожать вот это украинское государственность. То есть это опасные преступники. Ну вот они увидят даже русская. И здесь, да какая русская оппозиция, ее нету вообще. Не, ну, есть дурачки там, которые протесты, там да. выехали, у кого денежки были, там вся эта вот мракобесие, это так называемые макулатурщики их называют, те так называемые правозащитники, которые макулатуру огромную поставляли и при этом не видели в упор, что там на Кавказе русская мафия делает, вот это ФСБшная, что в других национальных регионах происходит и так далее. Сейчас же приняли там закон какой-то по поводу национальных языков. То есть уже путинский режим, русский мир уже перестал стесняться. Национальные языки, родной язык это раньше называлось. То есть это был какой-то иностранный язык, там еще что-то, да. А был вот этот пунктик родной язык, и там хитро было, что все учебники вроде на бурятском написаны там и так далее. А это русские учебники на бурятский язык просто переведенные, понимаешь? И вот эти вот, они не пользовались вообще никаким популярностью даже в советское время, потому что, во-первых, на эти ставки, ну, ты представляешь, ты идешь, что там у тебя? Не, ничего говорю. Ты идешь вот преподавать, да, а у тебя часов мало. То есть ты параллельно должен еще несколько брать этих. И поэтому люди вот эти, которые шли на, значит, преподаватели, это самые такие малообразованные, низкообразованные были и так далее. То есть, и он открывает этот учебник, а он учебник написан литературным языком. На местах не говорят на таких, понимаешь? То есть задача была такая, ну, хитрая, там, создать вроде как литературный язык, создать тех, кто, значит, этим литературным языком активно занимается и развивает его, например, да, а потом в итоге, ну, чтобы было чем заниматься, как бы, этим учителям, ну, в советское время действительно там русификация, она проходила именно через вот эти национальные школы, через вот эти национальные, значит, всякие уроки там, в том числе вот это родной язык, то есть задача была такая, сделать все так, чтобы отвратить к национальному сознанию. То есть вот эта вся система советского образования, она до сих пор осталась. И там, значит, всякие вонюшки там в регионах говорят, а самим бурятам типа не надо. Как не надо? Нам надо, но нам нужна своя система. И патриоты Бурятии тоже разрабатывают, безусловно, и курсы языковые и все прочее, но они должны быть финансированы государством. Извините, мы же налоги платим. Конституцию потом, в конце концов, эту русскую никто не отменял, а там право наше на язык зафиксировано. Но что делается? Просто административно-командными методами сокращают количество часов, а это что значит? Это автоматически сокращается количество ставок. Автоматически это, значит, получение вот этого бурятского так называемого образования для преподавателей. Это тоже является, ну, уже кто пойдет. И в этом отношении у нас, например, в Бурятском государственном университете, они там в свое время хорошо сделали, они сказали, что давайте-ка мы это упраздним, к чертовой матери, НГИ, там, Национальный гуманитарный институт такой был. По мне так запомнился тем, что там постоянно те, которые туда поступали, они там постоянно пьянствовали, там куча беременных девочек было этих. Потом они все там после третьего курса переводили с этого НГИ на какие-то более такие факультеты, типа там экономического факультета там, или еще что-то в этом роде. Ну, то есть такой он какой-то немножко маргинальный был, на мой взгляд. И действительно они сказали, вот давайте мы будем поступающих на этот национальный гуманитарный институт обучать корейскому, китайскому, японскому, другим языкам, чтобы они наряду с бурятским языком, вот этим литературным, получали еще и профессию, могли работать. И правильно, потому что бурятский язык это же не просто так придуманное Николаем Попо там, в 30-х годов на основе, значит, кучи там бурятских диалектов он открыто называл литературный язык языком колхозных масс. Они же тогда эксперименты ставили. И я говорю, естественно, если язык колхозных масс вместе с колхозами исчез, он не функционален фактически. Хотя, да, литературный язык он зафиксирован, там есть определенная прослойка, значит, бурятской интеллигенции, которая до сих пор там что-то пишет, какие-то книжки, может быть, в стол пишет, может быть, даже где-то в интернете они там переписываются на этом языке. Но в основном
тот живой бурятский язык — это диалектный язык, это тот, который вот употребляется непосредственно на определенных территориях. И в этом отношении, конечно, благо. Почему? Потому что в советское время они, пытаясь русифицировать и внедрить литературный язык, произошла такая ситуация, что русифицировались буряты быстрее, чем литературный бурятский язык был навязан бурятам. И в этом отношении получилась такая ситуация, что сохранились диалекты, они не исчезли, национальные. И одновременно он в таком полузадохлом, чахлом состоянии находится вот этот литературный язык. И естественно, что он должен подвергнуться переработке абсолютной, там куча вот этих вещей идейных, которые призваны были, значит, сблизить, так скажем, языки народов СССР с русским языком, они должны быть из языка исключены. То есть бурятский язык должен ближе стать к китайскому языку, к корейскому, к японскому, в том числе и в области заимствования лексики. К монголам, да. Ну, то есть должен быть самостоятельный и подвергнуться в первую очередь пурификации, это так называем. Это все в рамках нашей доктрины Бурятия для бурят. И этот язык, он тоже должен быть, и сейчас уже нужно, обращаясь к нашим, значит, бурятским патриотам и так далее, он должен быть переработан, как и любые другие языки, которые подверглись вот этому русскому влиянию, академическому в том числе. И вот сейчас эта русская власть, она уже совершенно не стесняется. То есть протокол уже сделан, закон вышел, а они там, значит, борются с латинскими надписями теперь уже. Они с латиницей. Да, то есть это как-то латиница очень сильно, а я потому что, ну, бурятский язык, он был исторически, естественно, на монгольском письме, на монгольском алфавите. Монгольская графика. Не похож на кириллицу? Ну нет, конечно. Сейчас в Монголии кириллица, но они собираются уходить от нее в пользу старомонгольского, ну как во внутренней Монголии пишут. Но там есть куча существенных проблем, и я все-таки неспроста думаю, что в 20-30-е годы пытались языки переводить на латиницу, потому что все-таки это общепринятая международная норма. И в этом отношении мы, конечно, должны избавиться от болгарского письма. И в этом отношении, конечно, буряты должны зафиксировать, что бурятский, современный бурятский язык, новый литературный, в рамках Бурятии для бурят, он должен быть на латинице, в первую очередь. И там есть уже минимум, я насчитал 5 проектов латинизации. И, конечно, естественно, что нам нужно обучить, ну, как минимум парочку, значит, лингвистов, где-нибудь в Англии, в Италии, в лучших вузах, для того, чтобы они вот, ну, наши, значит, тоже есть план, собственно, при создании фонда нашего бурятского патриотического правозащитного, в том числе добиться таких возможностей. То есть, ну, просто перепиской там и так далее. Нужны ли вам лингвисты? Мы готовы из наших подписчиков или из членов нашей партии вам предоставить, значит, гранты, допустим, выбить, ну, договориться о том, что мы хотим вот, там, скажем, сблизить бурятский язык литературный с английским, скажем, или с латиницей, с итальянским. Не могли бы вы, там, уважаемые, предоставить там жирные гранты нам на это дело? И, ну, людей мы найдем. То есть в этом отношении буряты выгодно отличаются от всех прочих наций, любят учиться. Сейчас, как выяснилось, по истечении 3 лет войны, еще, оказывается, еще умеют воевать. Но вот этой грамотежки, как бы, управленческой не хватает все-таки. Вот за последние 3-4 месяца я фиксирую именно большие, просто тотальнейшие жертвы. Там рост в 3 или в 4 раза по бурятским жертвам. Если до этого просто, я еще раз повторюсь, погибали жители Бурятии, то сейчас прям конкретно буряты. Вот прям как не список, как не это бурят. Ну, то есть, причем не такой бурят, которого там в 30-е годы в колхозах сделали. Ну, что азиат какой-то записали и так далее. А прям можно проследить, что это вот там с 16 века, может, его предки еще с русскими воевали. А сейчас бац, и русские его тоже утилизировали, так скажем, потому что начал представлять определенную опасность. Что там в ваших регионах, Серега? Что там? Владивосток, Краснодар? Что там, что нового? В Краснодаре ничего нового, все по-старому, они там все живут колхозной жизнью, все обрадовались, что появилась картошка, огурцы, помидоры,
которые слегка упали в цене после резких повышений. Вот. И сейчас, мол, картошка уже упала до 60 рублей за килограмм. Помидоры 120 рублей. Там. Вот такие. И они сейчас живут, только этим и живут. Что, у нас все дешево стало. Хотя я думаю, что если в прошлом году помидоры были 50-60 рублей за килограмм, а сейчас 120, то это не особо подешевело. Вот таким образом. Это вот что касается конкретно Краснодарского края. Плюс в Анапе мазут, людей запрещено купаться, но люди едут, ну как все. Вот все-таки стадный образ жизни у россиян, это их национальное. Это их национальное. И они едут купаться, они сидят, они в Ростовской области сидят на железной дороге без движения, потому что там взорвали вокзал, взорвали то, взорвали все, и они сидят уже сутками там, не могут никуда двинуться, и они ждут все-таки, когда откроют дорогу, чтобы они могли приехать на Черное море. Все, покупаться. А ты слышал, что там этот пьяница заявил, который бывший президент? Чего? Пьяница что заявил? Ну, этот алкоголик, коротышка. Ну этот, Медведев, что ли? Но. Что он заявил? Он заявил, что Третья мировая уже началась, и призвал к превентивным ударам по Западу. Это я слышал. Да он придурок. Во-первых, не третья, а если то четвертая. Третья мировая война была, это холодная война. И она была очень конкретная и очень сильная. Даже мы ее ощущали на себе, несмотря на то, что мы были молодыми тогда. Это я помню еще по приезду президента Форда во Владивосток с Брежневым, если кто-то помнит об этом. Все эти велись, так сказать, боевые действия. Вот. Так что, если началась Четвертая мировая война, но дело в том, что у этого придурка он выпьет еще стакан, и он нажмет на красную кнопку. Ну, это же не просто он так говорит. Конечно. То есть это такой, как этот... Есть такие стресс-тесты, вот, например. Это не стресс-тест даже, это ему конкретно позвонили и сказали, вот будешь с завтрашнего дня говорить вот это. И он говорит. Ему поставили бутылку водки, чтобы он забылся и ничего не соображал. Ну вот, короче, смотри, вот это закон называется о защите русского языка в публичном пространстве. С 1 марта 2026 года реклама, вывески, указатели, упаковки, названия жилых комплексов и микрорайонов должны быть исключительно на русском языке, исключая фирменные знаки и бренды. Перевод на другие языки допускается только при идентичности содержания и равнозначном значении. Введены изменения в федеральный закон о рекламе, защиты прав потребителей и градостроительный комплекс. Но они наоборот, видишь, они изживают все языки. Да, и только русский должен. Значит, и поправки ввели к закону о государственном языке РФ. Да. С сентября 2025 года обязательное соблюдение норм русского языка, литературного языка, орфография, пунктуация, стилистика или стандарты будут утверждаться Академией наук. Ой, которые нет. Да. Доктрина, короче, еще 11 июля. Основа государственной языковой политики. Указ утвердил стратегический документ, определяющий приоритеты языковой политики в стране. Ключевые принципы. Русский язык определен как государственный язык федерального уровня. Субъекты РФ могут устанавливать свои собственные госверсии языков регионов. Государственная поддержка распространяется также на языки народов России. Ну, как будто бы. Создается единый реестр этих языков, разрабатываются меры по их сохранению и развитию. Но это все чушь. Ты вспомнишь еще это все чушь. Живой Жириновский. Это все чушь. Надо, чтобы в России был только русский язык. Избавить, вообще запретить в школах изучение английского языка, любого иностранного, только русский. Пусть они учат русский язык, чем мы будем учить их языки. Это, я сказал, дословно Жириновский тогда еще. Я еще подумал, какой же он дебил. Это они Россию загоняют просто в такую дремучесть, что вообще, и Россия придет, она к этой дремучести придет, и она будет Россией Ивана Грозного. Времен Ивана Грозного. Будут на кол сажать. Тебе говорят, Серега, говори прямо в микрофон, короче. Ты где-то там вдалеке говоришь, и поэтому не слышно. Говорю, они доведут Россию до времен Ивана Грозного, на кол будут сажать.
четвертовать будут. Это ждет Россию, если ничего не изменится, если Украина не одолеет. Так, ну все, там нам удаленным способом, значит, Что? так говорят, что надо запускать аудицию. Сейчас, сейчас на волнах ММИ радио, если кто нас слышит, представители адыгейского народа, адыги по всему миру, значит, будет значит, запись передачи Ибрагима Яганова значит, он там поясняет, его пригласили на одно мероприятие, значит, в Страсбурге, в пятницу будет, он там будет выступать по поводу Михаила Саакашвили, и, собственно, передача будет на адыгском языке. Так что слушайте, дорогие друзья, мы на сегодня с вами, радиослушатели дорогие, прощаемся, потому что, ну, надо запускать другую передачу, а с вами, зрители, мы еще останемся на полчаса. Так что не теряйте нас. Большое спасибо за внимание. И с радиослушателями я прощаюсь. Всем пока и до новых встреч. До свидания. До свидания. Всем до свидания. До свидания. Ну, в пятницу, может, будет, если не будет кинематографа? Да? Так, сейчас, подожди. Все, включился. Так, Ибрагима мы запустили, ну, в общем, это... Ну, ты понимаешь, если я что хочу сказать. Я все-таки немножко как... Мы в прямом эфире сейчас находимся. А, да? Ну. Так, ну, говори. Нет, это такой вопрос серьезный. Ой, тут уже русичи меня грозятся на бутылку посадить. Ну, это кто? Ну, какой-то Дмитрий Защеков. Ну, за щеку. Так, сейчас все сообщения посмотрим. Так, груз 3000 там. Что-то мало у нас зрителей сейчас. Подождите. Не запланировано, никто же не знал. Не, ну почему? И, в общем, немножко расскажу по поводу презентации книги. У меня предыдущая прямая трансляция. По поводу презентации книги у меня предыдущая прямая трансляция в понедельник была о том, что выпустили книгу. Значит, по поводу там, значит, сборник выступлений наших, скомпонованные по, собственно, по темам на английском языке. И это вот, я считаю, ну и там тоже те, которые там участвовали, это как такой, знаешь, программный продукт, так скажем, форума свободных народов пост-России, то есть зафиксированный в бумаге, потому что я, так скажем, общался с некоторыми людьми, их интересовало именно ну, как бы сохранить наши эти записи, потому что я на каждый форум подготавливал выступления, но в результате там диверсии, значит, у меня, это на телефоне было, и в результате там диверсии, значит, получается, этот телефон у меня на руках, но он заблокировался, и, значит, оттуда невозможно было вытянуть, а часть я успел сохранить, и поэтому там некоторые тексты пришлось восстанавливать через запись. И там не всегда была, так скажем, запись сохранена. И вот, ну, берите, значит, то есть, зрители на будущее, короче, то есть, на любое мероприятие, на которое вас приглашают, делайте всегда какую-нибудь запись обязательно. То есть, текст вашего выступления. И это не для того, чтобы там с бумажки прочитать и так далее, потому что возникнет такая ситуация, когда этот текст нужно будет где-то напечатать, где-то озвучить там и так далее. То есть в этом отношении все-таки до революции, там, в 19 веке это вот соблюдалось. Переписка, огромное количество, там вот эти вот огромные томаты этого Ленина, это же в основном переписка какая-то. То есть ее собрали там эти исследователи. Да, и вот это то, что вот там подогнали, где-то там подтерли, где-то добавили от себя тяну, чтобы там было в определенном ключе. Ну и, конечно, там 25 там, томов этой макулатуры там, и так далее. То есть это понятно.
Но с другой стороны, это же ведь важно на самом деле. Вот кого не возьми, вот этих вот, например, там карлиц этих несчастных там и так далее, они же из форума к форуму одну и ту же вот дребедень читают. Это вот как заучили, и вот никаких у них ни программности нету, например. То есть вот есть определенная тема, там даже вот просто панель какая-то определенная по тематике. Я говорю, ну ладно, там один раз эту чушь услышать, но извините, практически все там так или иначе специалисты по распаду России или там пишут на эту тему, да, они специалисты. Зачем из раза в раз повторять, что там когда-то русские там этих бурят захватили, там что-то это. Надо конкретно на сегодняшний день говорить о том, что хорошие русские не предоставляют никакой правозащиты касаемо наших народов. Что ты прямо, что есть проблема с микрофоном, потому что... Ну, я не знаю, ну, надо выкинуть его и все, и купить новое. А сейчас надеюсь, что будет у нас деньги. Так, сейчас подожди, сейчас тут это... Да, он как Плюшкин. Ты знаешь, кто такой Плюшкин? Да. В общем, короче, Гоголь, тут Гоголь. с этим, с первым проблемы какие-то возникли с микрофоном, вот сейчас обсуждаем. А то услышат, что там деньги будут, что Халтаров там на Газдеп работает, знаешь, там разнесется, короче, информация. Деньги скромные, копейки, считай. Поэтому, что это тут, блядь, тут это, чистоту не соблюдает, короче, в нашем радио. Так, ну, поясняю там нашим этим зрителям, в России особенно, говорят, звук плохой. Это не звук плохой, это значит, вы не пользуетесь VPN, а во-вторых... А в России сейчас VPN уголовное преступление. Ну, ты знаешь, Знаю. это как в Китае, короче. То есть это серьезно. тоже уголовное преступление. Не сажают. И, значит, ну все пользуются, В и... Китае нет. Я в Ой, Китае да, был. ой! Тихо. Ой, Серега, опять вот эти сказки. Я в Китае был. Ну, что ты там был? На 3 дня ездил. Боже мой. Не смеши. Ну, давай, говори, что ты там был, и что там, что было, что не Да было. ничего, там не включишь VPN просто. Тупо его не включишь. Мы в гостинице были от фабрики, и ничего. Вот то, что есть, их интернет китайский, все, ничего. Все нет. прекрасно. Тор работает, все там какие-то были от оперы, там VPN и так далее. Все там работало, короче. И даже скачать с Google можно было VPN, короче, и какой-то, ну, такой свежесделанный, так скажем, VPN-чик поставить, и все работало нормально. Ну, чтобы YouTube посмотреть, там, Facebook загрузить, там, и так далее. Но вот мне один, который там учился, он такой метисованный, но у него так это интересно было на двери, там, короче, там, бурятский флаг, что-то какие-то символы Сайомба, там чисто такие монгольские, там что-то это, ну прям так, дверь украшена, так мощно вызывающая. Я думаю, что-то странное. Ну а странность в чем? В том, что китайцы вообще, они ксенофобы, Да. достаточно сильные. Ну, как в любой стране Азии там, в Корее, это ксенофобные настроения на самом деле. И вот он постоянно подвергался там проверкам со стороны полиции китайской. А полиция китайская, она может просто подойти, взять у тебя телефон из рук, значит, сказать, разблокируй, и просмотреть, что там у тебя имеется. То есть то, что вот сейчас в Рашке вводят, да, там разблокировка, там при прилете они там подключают устройство, там восстанавливают какие-то удаленные файлы, там 5-10, ну там сколько дурачков-то попалось, вот эта дурочка с американским гражданством, где там перевод они восстановили какой-то там, в смс-ках было, что она там $52 перевела на помощь ВСУ, там ее обменяли сейчас.
И, ну, потому что, ну, людишки расслабленные, они не знают, например, вот какие законы существуют в других странах. Официально это, то есть там государство функционирует. И любой вот он говорит, что, о, говорит, а у тебя тут VPN стоит, китайский полицейский этому парню. Все уже, я тебя могу сейчас прям в участок вести. То есть, понимаешь, то есть это фишка наличия VPN не для того, чтобы, ну, вражке это случится, что палку надо срубить будет, вот, дураков будут отлавливать, всяких алкашей, пьяниц. Там тогда, VPN, там штраф 1000 рублей. Вся эта репрессивная система работала, будут формировать вот эти. За поиск. Вот я забил в Google там. А что ты будешь искать там? Что там? Зуртана Халтарова будешь искать и уже поиск экстремистской литературы? Война в Украине на сегодняшний день. Все, штраф 5000 рублей. Ну, на первый раз. А потом что? А потом уголовная ответственность. Ага, ну что? Вообще. Ну сколько планируют никаких пересадить? Поисков, даже депутатов. Сколько пересадить планируют? Да, я думаю, всех, как представим. Я думаю, что даже Госдума выступила, даже Симонянчиха выступила, и Мизулиной дочь выступили, сказали, так вы... Не, ну это будет, подожди, видишь... Вы так, Мизулиной дочь сказала, так вы так всю Россию пересадите. Она правильно сказала? Что запрещаете вообще. Даже ну теперь до чего мы дошли, что мы на эфире хвалим Мизулиниху. Да, как бы, не, ну это естественно, это будет закон об избирательном правоприменении, короче. Вот и все. И на этих судах коррупционных русских ты ничего не докажешь, короче, абсолютно. Понимаешь? Абсолютно, то есть там всякие надо ходатайства писать, вот эти тонкие всякие вещи, там это всякие справки собирать и все прочее, не каждый сможет. И в этом отношении, короче, это попытка просто дурачков запугать. Понимаешь? Это то не есть попытка, это и есть запугивание. Есть вот эта масса людей, ну, которым не к чему придраться, но которые вот еще сидят, как бы там, да, знаешь, еще там присягу не дали путинскому режиму, в русскую общину не вступили, там 5-10, короче. То есть это на самом деле то, что уже давным-давно в Китае существует система. То есть там это только повод, Китае, это только в Беларуси, да, это только повод такой для того, чтобы докопаться. Потом, с другой стороны, ты же пойми, вся вот эта система, я помню, мы рассуждали еще в году где-то 15 году, там же, помнишь, резко начали меньше рожать бабы русские. И даже вот этих, помнишь, вот эти все отказники, 90-е годы, вот это все было забито этими всякими там отказниками там и так далее. Ты там не волонтерил нигде в этих, как где-то в домах малютки, там этих. Ты же видел там от кого он отказывается. Русская мама. Даже были в стенах дыры пробили, кувезы сделали там. Кто хочет ребенка. Русская мама, папа там явно, ну, какой-то Средняя Азия, Кавказ, там и все прочее. То есть в этом отношении, конечно, русские бабы, они, ну, родила, ну, чик, его в этом. А у нас, я говорю, бурятские женщины дуры рожают, вот таких вот тоже, ну, нагуленных, откровенно говоря, да, а потом, ну, что с них вырастает там? Он мать эту свою ненавидит, короче, у него другая, темперамент другой с детства там и так далее. То есть его буряты сами тоже ксенофобные не принимают в сообщество. И поэтому в этом отношении, конечно, вот русские бабы в этом отношении правильно делают. Вжик и в этот. Я не считаю, что а там целая система вот это всей кормежки, вот эти, потом они подрастают, идут в следующие, всякие интернаты, и там даже вот где-то в Бурятии был, короче, такой интернат, там что-то типа 160 воспитанников и чуть ли не 180 ставок. Не, ну дело в том, что это... То есть, видишь, это все государственная система, это она же хитрая. Это хитрая система, короче. То есть, и чтобы село не сдохло, они, короче, вот где-то этих детей должны находить. А их количество все меньше и меньше и меньше, и там такая вот суета, как говорится. Лишь бы там какие-нибудь приехали, начали отказываться и так далее. Хотя, на самом деле, большое количество вот этих дегенератов, короче, вот, ну, из которых, собственно, сейчас большая часть СВОшников произошла, да, это вот эти семьи, с которых, ну, нужно было в 90-е годы просто детей отнимать.
Где-то там что-то стоит. Ну, я понимаю, с какой причины не отнимали этих детей у этих, у всяких Нет, поэтому как раз в пьяниц, те годы вот как этих раз я и боролся с этим, распущенных понимаешь? этих девок, там, 5-10, там, они же их отнимут детей, они снова это такое же количество наплодят, короче, видишь? И они боятся, что раз она с детьми, она еще может быть, ну, как бы это, контролирует себя, да? Но сейчас система такая пошла, то есть они же сейчас вообще готовятся, ну, потому что, вот, например, там был какой-то случай, я прочитал, значит, нашли в гостинице, значит, мертвого ребенка. Весь гостиничный номер был залит кровью. Аборт сделал. Не. Или преждевременные роды. Нет. Оказалось, что 16-летняя девушка приехала в райцентр, куда-то с села, заниматься проституцией. Во время, значит, полового акта с клиентом в гостиничном номере у нее начались роды. И она Всё. там родила ребенка и его удушила, потому что она из-за полноты как будто бы не Незаметная заметила беременность. Но там дело в том, что у нее либо две матки, есть такая Да патология. нет, Не-не-не, то есть... А как Да. она не заметила это? У нее Не-не-не, менструация бы бывает, пропала. бывает, Что бывает. ты тут сидишь и рассказываешь? Да Я-то лучше знаю этот ну так я вопрос. же знаю, что ты лучше Естественно, знаешь. ты хоть доктор, но ты там это, короче, необученный вообще. Там в советское время вас чего, ерунде всякой учили. Вот ты людей не вводи в И вот заблуждение, у как нее либо две матки, Да, 3 матки у нее. две матки, и с одной она кровоточит, а с Ага, другой а с одной стороны там родила. плод сидит, короче. Мгм. Либо у нее толканешь тебе. есть такая вещь, как плод не опускается. То есть он как-то вот сидит, там на каком-то месяце он должен опуститься, короче, и тогда пузо Он вылезает. опускается перед родами. Ну, не перед самыми родами, Перед там самыми. на месяце пятом и Нет, шестом нет, он там нет. каким-то Нет, образом Богу меняет не положение. нарочно. Ладно. В общем, короче, ситуация такая, что вот это родила и убила. Ну и, скорее всего, ей ничего не будет от малолетней То есть, проститутки. если ей нет 18 лет. Ну, конечно, естественно, то есть там, может быть, ее там на колонию поселения закроют там и так далее. Но фишка такая, что она свои 100 тысяч упустила. А могла бы сдать такого. А сейчас говорят, Нет, если ты сдашь, что ты не получишь. нет, 100 тысяч. если говорят, Только какая-то, будешь в сам каких-то воспитывать. регионах ввели, чтобы вот не убивали как раз детей, что есть такая функция, что ты ребенка официально сдашь туда, еще компенсацию А, ну, получишь. компенсацию можно. Понял? И в этом отношении, конечно, естественно, вот они сейчас для чего? прям, ну а как, чтобы в этих же очень удобно воспитать вот это путинское, так скажем, идеальное сообщество, потому Идеально что не получится, они уже да. к палке привыкшие, они уже там все переизнасилованы 15-16 годам, понимаешь? То есть это в чистом виде электорат Путина, такой униженный, оскорбленный там и так далее. И вот эта путинская вертикаль, она очень хорошо, из них не выйдет, вот, ну не выйдут эти революционеры, там, знаешь, как это, как у этим, как они там эти, были педагоги это эти 20-х годов-то все про них фильмы снимали. Ну да, Короленки, блядь. Да, там всякие эти Марченки или как у них там фамилии там и так далее. И что? Ну, из них не выйдет такое. То есть мы же не Да видим, ничего не ну, выйдет. что из них получается. Наркоманы там, еще там так далее. То есть, если у них нет своих собственных родственников, потому что бывает такая ситуация, когда там, ну, допустим, лишили, мать-то живая. Макаренко и Короленко. Да, и мать живая, например, ее лишили, значит, этих прав, но она должна государству, допустим, платить алименты. Да. Вот такая фигня, короче. То есть государственный орган подает на такую мать, А за лишенную что? родительских прав, алименты, короче. Если она их не выплачивает, то ее сажают там на зону, короче. Ну, это, А потом, если она это надзор не неправильно. соблюдает, опять сажают. Ну, это система, понимаешь, она должна работать. Она же существует, сейчас количество заключенных уменьшилось, короче. И вот на это они Папа все убивали работают. на войне. Естественно. А потом, с другой стороны, вообще, в принципе, жить лучше стали. И уже не тянет, ну, зачем там что-то воровать и так далее. Там. И воруют именно либо, из-за нужды, в меньшей степени. Второй, психотип такой. Вот ему надо, вот он просто не может, вот ему надо Неправильно, украсть, да. получить вот эти вот, значит, эмоции там или еще что-то в этом роде. Либо это традиция, дед воровал, бабка воровала, отец Это уже воровал там и профессия. так далее. Это уже как вот профессиональное, понимаешь? И от нужды мало, но в основном-то раньше воровали как из-за нужды, принуждало вот это
в детстве не доедали, там еще что-то там, пойти своровать там и так далее. Ну и плюс еще там есть вот это деменциальное в твоем возрасте там начинает таскать и так далее. То есть это чисто вот, ну, психическое уже отклонение, там распад личности идет. И вот этих бабок, ворующих там в сумку, огромное количество просто. Поэтому не надо этому удивляться, но количество вот упало, и большая часть же заключенных же не за воровство сидит, а сидят именно за наркоманию. И убийство. А кто туда попадает в эти наркоманы там и так далее? Ну что за публика? Вот даже в той же Грузии, например, там показывали, там есть какой-то канал такой, где там рассказываются истории там тех, кто залетел, короче. И огромное количество этих так называемых россиян, релокантов, они там в Грузии попадаются с огромным количеством наркоты. Ну, это уже как сопутствующее, это не главное. Понимаешь, и поэтому там, ну, вот этих, поэтому там еще относительно всех вот этих релокантов не любят, которые туда понаехали, Конечно, от путинского режима. Да я, главное, что я был в Грузии, я же практически 2 года в Грузии ездил постоянно. И я видел их отношение к русским. Они мне даже в глаза говорят, что, ну, типа, я в гостиницу селюсь, мне парень говорит на рецепции. Я говорю, а что ты такой неприветливый? Он говорит, да, блядь, я типа русский, хвастаюсь, я говорю, я не русский, я ему документ показываю, а ну извините. А вообще мы, говорит, русских терпеть не можем. Русские, ну они же как раз в 2008 году грузинов поставили в позу, потом вот это Украина, и грузины, молодые, по крайней мере, грузины, они не любят русских. Конкретно, и не скрывают этого даже. Не скрывают. Ну, тут всё. Так, что там? Ну, ничего себе. Там пишет один, эй, что там, говорит, придумают технологии, просто женщина обратите в ислам, тогда начнет рожать. Не, на самом деле не начнут рожать по той простой причине, если она хорошо живет, у нее полностью вот этот достаток есть, бедности нет никакой, то она рожать не будет просто по своей функции. Только этим не объяснишь. Подожди, вот в Афганистане как делают? Снизили порог и школьного даже образования не дают. То есть вот необразованная женщина, вот она будет рожать. И тогда она вот всегда при кухне будет и так далее. И вот эти все, в общем-то, протестантские секты в Америке, которые тоже там активно размножаются, там у них такая же функция. То есть женщины там базовое какое-то примитивное образование получают. В Соединенных Штатах я хочу сказать, что сколько я там был много. Вообще в семьях в Америке меньше 3 детей не бывает. Понимаешь? У меня друг американец, у него 6 детей. Но он какой-то протестант или что, или он атеист? Менонайт. Ну вот, я тебе говорю, то есть это протестантские секты. Это традиция, там, у брата, там это. Они, во-первых, не предохраняются. Не прерывает беременность, не абортируется, понимаешь? То есть там ситуация совершенно другая. Ну и потом в Америке это исторически такие сложились семьи. То же самое, как в Австралии. Там любая австралийка минимум 3 детей имеет. Это такая система, потому что есть где размножаться. Я общался в Соединенных Штатах с руководителем благотворительной организации. Вот у него своих 2 детей. И 2 он взял в России. Вот у него 4 детей. Я говорю, а что ты еще своих породил еще несколько? Он говорит, это уже будет многовато, а 4 детей в семье, это, говорит, самый раз. Я говорю, так я вот сколько, говорю, езжу по Америке, у вас меньше 3 в семье нет. Ну, вот, например, была интересная история, там, значит, с усыновлением, до того, как Путин запретил усыновление американскими гражданами. Там получается такая ситуация. Приехали американцы в Бурятии и вот девочку усыновить решили. И ее спрашивают, а что ты такая грустная и так далее. Ну и она говорит, у меня еще братики есть. Ну да. И я вот не помню, то ли всех братьев они усыновили по итогу. Как правило, американцы забирают всех. И в итоге там получилась такая ситуация, что один из старших братьев, он в итоге остался. Ну, потому что он уже был 18 лет, его не смогли ни усыновить, ничего. И он там в России остался. Ну и, конечно, жизнь тяжелая, там, в общем, и он вот до того момента, как они там
пытались каких-то родственников разыскать там и так далее, ну, он не дожил, откровенно говоря. Ну и вот из-за того, что эта девочка не промолчала и сказала, что вот у нее братья есть, вот, Я сталкивался и тоже с она, таким. в общем-то, перевезла их всех, Америку. все они в Америку переехали, или это уже в Америке была история. Ну, в общем, сам факт такой, что целую семью, вот, бурят, значит, ну, какой-то, видимо, неблагополучной матери, там, я уж не помню, какие истории, может, болела, там, всякое бывает. Таких в 90-е годы историй полным-полно было. Ну и даже вот в эти трудные 90-е годы не сдавали ни престарелых родителей, ни детей в детдомы, старались это по родственникам распихать там или еще что-то. А сейчас, ну да, сейчас вот, да, появляется такое, что в связи с тем, что в города начали переезжать, короче, и вот в домах престарелых буряты начали появляться. Не, ну дом престарелых я не считаю тоже, что это очень плохо. В тех же Соединенных Штатах Так ты туда не попадешь, в Соединенных Штатах. Ты, И что? Ты нормально. на улице Я помрешь. ходил там. У тебя В денег эти- не хватит на я американский ходил- Ну, дом почему? престарелых. Ну, не всегда так. И я ходил в эти дома престарелых, там нормально они там живут, там совсем другие условия, конечно, по сравнению. Не только условия того, что как ты проживаешь чисто материально и все прочее, там уход совсем другой. Ну, все по-другому сделано. Ты каждый день к тебе могут приходить, ты там с родственниками можешь проводить сколько угодно времени. Там. Это я когда пришел, я даже, можно сказать, сразу вот в первый меня привели американцы туда. Они, это было перед Рождеством, они просто ходили, всех знакомых, родственников в домах престарелых поздравлять ходили. И я так обратил внимание, говорю, нифига себе. У них ты в доме престарелых находится старик, он не чувствует себя выброшенным из семьи. Ты понимаешь, в чем дело? Я еще спрашивал, говорю, Мартин, а как? Вот у него дети, у него много детей, что дети не могли собраться его вместе держать, жить? Нет, говорит. Вот, во-первых, и сам хотел. И ему здесь с такими же, как он в Америке, ну, вот живет, в доме престарелых, ему легче. И потом в доме престарелых за ними, Но в Америке там Ну, очень как? жестко. 18 лет, что гуляй. что значит гулять? Ну, тебя родители до 18 лет доводят, а потом говорят, все, можешь идти Ну, ты деньги где-то зарабатывать. насмотрелся, не. Ты можешь идти, а можешь и Не, ну потому что некоторые же начинают самостоятельную жизнь вести, Не, там ну это как родители не везде, ну слушаются там, и сами, так нет. далее. Они сами. Не, на самом деле там все проще в этом отношении, потому что там Нет, ты можешь- большая часть американцев, они начинают зарабатывать деньги свои в 16 лет. Вот. Это правильная Вот этот позиция. друг мой, американец, у которого много детей, вот у него пацану было уже 20 с чем-то лет. Понимаешь, в чем дело? Ну, и папа миллионер, а сын, знаешь, чем занимался? Асфальт клал. Я говорю, а что, учиться там, туда, Мартин говорит, он не хочет. И папа миллионер, ему было все равно, что его сын асфальт кладет. Все, говорит, должны зарабатывать так, кто как хочет и как может. Думаю, нихера. У нас же чиновник хер своего ребенка отдаст асфальт ложить, правильно? Он его устроит куда-нибудь, что он там будет при кормушке сидеть и жить так. А этот нет, этот пацан сам уложил асфальт, нормально сам работал. всё. Не, ну, А второй знаешь, сын. ложить асфальт в США это приличный заработок на самом деле. А там везде приличный заработок. А второй сын у него, он женился, тут же сказал папе, папа, а у папы там земли много вокруг него. Он говорит, и там у него поле, он выращивает, там не помню, или соя, или хер знает что, дай мне кусочек земли. И папа ему сказал, вот твой кусочек земли. И пацан сам себе построил тут дом за 3, по-моему, 4 месяца. И от папы ушел туда. Все, они сами, там не надо, там родители никого никуда не выгоняют. У них такого даже и близко нет. Дети сами, там все понимают как-то, вот, что надо делать в определенный момент. Воспитание и образование так поставлено в Америке, что там каждый знает, что ему делать на данный момент. Серьезно говорю, без всякого. Понимаешь? И они вот так и живут. Это очень хорошо. Мне это тоже нравится, что так. И пацан так быстро дом построил, я вообще офигел, да? Сделал дом, привел туда жену. А этот пацан, который пошел асфальт ложить, да, он ходит в этой рабочей спецовке, я смотрел. А я зашел в ангар в него, у него там стоит катер. Представляешь? Он собирает мотоциклы, автомобили. Я говорю,
Миша, а это же все денег стоит больших. Он говорит, да, вот он работает. Он школу бросил, ему еще не было 18 лет. Ну, короче, он не закончил, как положено, 11 классов американских, 12. А просто сразу же пошел работать, все. Ему родители говорили, что, мол, может, еще получится. Он говорит, не хочу, пойду работать. И вот он, работая где-то 5-6 лет, он такую коллекцию насобирал там автомобилей и мотоциклов. И имеет еще свой этот катер, яхту. Причем Индиана далеко от моря со всех сторон. И от Мичигана, и от океана далека. И я говорю, а нахера ему, говорю, пароход едет? А он, говорит, когда пойдет в отпуск, он возьмет прицеп и поедет в Сарасоту. И будет купаться там на этой яхте. Но это лишний раз говорит в пользу того, что американцы очень хорошо живут. Качество жизни у них просто давно, это еще там, знаешь, 20-х, 30-х годов. А самый для всех вот этих классов, начиная там от высшего класса, заканчивая работягами, 50-е, 60-е годы, никто, вот в целый срез, если взять, там даже вот самый нищий работяга в это время жил очень прекрасно. Я помню, там, значит, какая-то женщина, это были там начало-середины 2000-х, там что-то лихорадило вот этих американских производителей автомобилей, General Motors там, да, и она говорила, я приходила, когда работать в 70-е годы, африканка, ну, афроамериканка, на этот завод, короче, платили 17 или 18 долларов в час. В 70-е годы. Это много, это очень много. Сейчас платят, говорит, 12-13 долларов в час. То есть, представляешь, через 30 лет. Ну вот так, то есть тогда был на пике, то есть эти американские автомобили производились и экспортировались, и американцы покупали свои эти большие с большим мотором. А потом в 70-е же годы, что там случился, топливный кризис, и благодаря, нефтяной кризис, и благодаря тому, что там резко взросла цена за топливо, короче, выиграли вот эти японские малолитражки 1,6 литра. Там же до сих пор в Америке не любят вот эти маленькие экономные автомобили. То есть американец должен всегда обладать каким-нибудь корветиком, ну, там, да, я не знаю, там 4-5 литров, там 6 литров там, и так далее. То есть в этом отношении, естественно, ну, кто не знает, кто не пользовался такими моторами, там, представляешь, там сразу с места, там, ну, чувствуется вот эта мощь, сила там и все прочее. Но экология, там, 5-10, потом качественные автомобили японцы начали собирать. То есть я не думаю, что они бы захватили американский рынок, делая что-то некачественное. И в этом отношении, естественно, то есть вот меня спрашивают, что там будущее Бурятии? Я говорю, сейчас уже буряты должны закупать пикапы, кулюксы там всякие вот эти вот. Ну, пикапы машины. Ну как для чего? Для борьбы. Революционный, понимаешь? Оружие мы обеспечим. Так, дорогие друзья, ну ладно, час мы уже ведем, уже достаточно много всего сказано. Так что это, наверное, тоже с вами попрощаемся. Отпустим Сергея наконец-то домой. Ладно, большое всем спасибо за внимание. Я закончу традиционными словами. Бурятия для бурят. Бурятам бурятскую власть, Бурятия от Енисея до Амура. Только так, а не иначе. Подписывайтесь на канал, вступайте в нашу партию. Я наконец-то доделаю формуляр на русском языке, чтобы все русскоязычные буряты, так скажем, пораженные этим, значит, русским миром, короче, могли в нашу партию вступать. Всем пока и до новых встреч. Боритесь и поборите.